Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Новых случаев заражения коронавирусом становится меньше. Озвучим свежую сводку по эпидобстановке. Они стоят на защите прав и интересов трудящихся. Сегодня отмечается День профсоюзного работника и столетие профсоюзного движения в Якутии. «Помоги мне стать домашним». В пункте передержки животных в Якутске сегодня день открытых дверей. Снижение темпов прироста новых случаев заражения коронавирусом отмечают в Якутии. Еще 258 человек заболели ковидом в регионе за сутки. Из них 119 в Якутске. Всего 139 человек заразились в 19 районах республики. В Мирнинском 25, в Нерингринском 21, в Алданском и Хангаласском районах по 15 случаев. В Нюрбинском районе 12, в Усть-Алданском 9, в Амгинском 7. В остальных районах от 1 до 6 заболевших. За сутки лаборатории региона исследовали более 4000 проб на коронавирус. В Ленскую больницу закупили дополнительный кислород для больных ковидом. В инфекционное отделение поступили 5 дополнительных концентраторов. Итого сейчас их 19. Оборудование привезли из Москвы и Новосибирска. Концентраторы вырабатывают по 10 и 15 литров кислорода в минуту, в зависимости от объема. Компрессоры внутри и из воздуха концентрируют кислород. Он поступает к больному через трубки. В общей сложности в этом году Ленская ЦРБ получила 10 концентраторов от Минздрава и спонсоров. Один аппарат стоит больше 100 тысяч рублей. Гарантийный срок у него до 3 лет. Гарантийный срок предусматривает то, что он не будет круглосуточно работать постоянно. Да, должны быть перерывы. Учитывая поток пациентов и учитывая то, что они работают круглосуточно, конечно, износ за год гарантию свою он изнашивает. К другим темам. По поручению президента Владимира Путина в Якутии реализуется программа социальной газификации для более чем 4000 домохозяйств в 82 населенных пунктах. Мегино-Кангаласский филиал Сахатранснефтегаза один из первых подключил к газу в этом году 40 домов. Подробнее Гульнара Амосова. Семья Павловых начали строительство своего частного дома в поселке Нижний Бестях с 2019 года. Вначале на участке не было ни света, ни газа. Первым делом подключили свет, а газ подключили только в этом году и попали в программу социальной дегазификации. Газ подвели до границы земельного участка бесплатно. И в сентябре уже мы подключили газ. В доме очень тепло, прямо жарко. И до наступления холодов как бы все подключили нам. Лука Апрасимов в прошлом году отапливал дом электрообогревателями. В доме было холодно и расходов за электроэнергию было больше. А в этом году подключили газ по программе социальной газификации. Газ, конечно, намного теплее, чем электрообогреватели. И поэтому мы хотим выразить огромную благодарность Сахатранснефтегазу за то, что мы попали социальную газификацию. Те, кто построил новый дом, и те, у кого нету газа, пожалуйста, успевайте, торопитесь подключиться к газовому отоплению. В самом центре поселка Нижний Бестях в октябре месяце распахнул двери новый клиентский центр Мегино-Кангаласского филиала Сахатранснефтегаз. Теперь здесь можно подать заявление на социальную газификацию жителям Улуса. В первую очередь для подключения по социальной газификации нужны правоустанавливающие документы на земельный участок, на недвижимость, паспорт, ситуационный план. Единственное, что нужно оговориться о том, что при заключении договора, после заключения договора поставки газа и заключения договора на техническое обслуживание, объект должен быть газифицирован в течение 100 дней. Если объект не газифицируется, то абонент обязан с нами расторгнуть договор и возместить все понесенные убытки. После подачи заявки специалисты проверяют каждую заявку на соответствие требованиям. Включением в программу считается заключение договора между заявителем и газовой компанией. Гульнара Амосова, Мегино-Кангаласский улус. Административная комиссия в Хангаласском районе провела рейд по придорожным кафе. Выявлен ряд нарушений. Подробности у Виолетты Засимовой.
Рейд решили начать с придорожного кафе «Василек», располагающегося через дорогу от зоопарка Ортодойду. Почти месяц назад, во время нерабочих дней, проверяющие уже здесь были. Тогда в адрес владельцев кафе был составлен протокол о том, что они не организовали работу по допуску посетителей по QR-коду. Вторая проверка вновь выявила нарушение. Выявлено то, что работник за прилавком стоит без средств индивидуальной защиты, без маски, без перчаток. И QR-код у посетителей тоже не проверены. Поэтому по этим фактам нами составлен протокол. Следующий объект – экопарк-отель «Ортодойду». Данный экопарк состоит из ресторанного комплекса и гостевых домиков. Сюда проверяющие тоже приходят повторно. 3 ноября административная комиссия приезжала в ресторан «Ортодойду». Ну и учитывая, что ресторан не работал, здесь как бы профилактическая работа была проведена, чтобы в ресторане разметку соответствующую по социальному дистанцированию сделали. Проверяли у посетителей QR-коды. При обслуживании посетителей имели средства индивидуальной защиты, это маски, перчатки. Сегодняшняя проверка нарушения не выявила. Все как бы соответствует указам главы республики. Далее было осмотрено кафе «Техтюр». Здесь никаких нарушений не было выявлено. В целом подобные рейды проводятся в неделю 2-3 раза. Например, на этой неделе, помимо сегодняшнего рейда, админкомиссия выезжала с проверками в село Верхний Бестях. Ну, в основном торговыми объектами, кафе, ресторанами все соблюдается. Все требования Роспотребнадзора и указы главы, требования указов главы у нас предпринимателями соблюдаются. Есть единичные нарушения. По этим выявлениям мы составляем протоколы и материалы направляем мировому судье. Проверки общепитов, торговых центров, баз отдыха и так далее продолжатся. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Сегодня отмечается День профсоюзного работника и столетие профсоюзного движения в Якутии. От имени руководства республики с праздником поздравил Айсан Николаев. За свою столетнюю историю профсоюзы республики стали серьезной силой. Профсоюзные активисты стоят на защите прав и интересов трудящихся, обеспечивают создание безопасных и комфортных условий труда, социальную поддержку работников и их семей, оказывают правовую помощь. Благодаря активной жизненной позиции профсоюзных работников, отзывчивости и целеустремленности, готовности оказывать помощь, создаются условия для консолидации работодателей и трудящихся, повышения уровня жизни и благосостояния жителей республики, говорится в поздравлении главы Якутии. Открытие декады Лонхо в Алекминске началось с мастер-класса по игре на хомусе. Мастер-класс провела отличник культуры республики, педагог национальной культуры Саргалана Трофимова. В течение декады также пройдут различные мероприятия, как в онлайн, так и в офлайн формате, с соблюдением всех санитарных требований. В наше сложное время такой маленький инструмент может нам очень помочь. Почему? Потому что это дыхание, и это умение дышать и извлекать звук. А звук хомуса – это лечит именно ауру человека. Поэтому всем рекомендую. В пункте передержки животных в Якутске сегодня День открытых дверей. Мероприятие проводят под эгидой Всемирного дня домашних животных. На акцию «Флешмоб. Помоги мне стать домашним» приглашены все неравнодушные горожане, которые могут взять питомца к себе домой, либо, сфотографировав его, выложить к себе на страницу в соцсетях, чтобы четвероногого друга заметил потенциальный хозяин. С нами на прямую связь выходит Ульяна Шагиана. Она поделится подробностями Дня открытых дверей. Ульяна, приветствую. Много ли желающих помочь животным? Сергей, приветствую тебя. Мы сейчас находимся в пункте передержки животных. Здесь сегодня день открытых дверей. Кстати, адрес пункта Чеченко 57. Сегодня любой желающий может подойти себе, выбрать щенка, либо взрослую собаку и стать, конечно же, для него самым добрым хозяином. Сегодня погода сама благоволит, очень теплая. Народ потихо подтягивается. Сейчас только первая половина дня.
Так что, наверное, до конца сегодня день открытых дверей работает до 5 часов вечера. Так что народ еще будет подходить. Ну а рядом со мной сейчас находится руководитель пункта Екатерина Сергеевна. Добрый день. Добрый день. Ну вот расскажите, сколько сегодня собак у вас здесь содержится? У нас собак содержится где-то около 600 на сегодняшний день. Это крупные, большие, взрослые, маленькие. Ну, всех возрастов, на любой вкус и цвет, и породистые, и просто истинные дворянины. Ну, всякие разные. Люди подходят, да, люди вообще не только в день открытых дверей, а вообще в целом. Есть желание у людей забирать собак? Да, конечно, люди в этом году у нас как-то поуспешнее дела с пристройством, помогают очень активно волонтеры. Может быть, некоторые улетают в другие города и страны, но на сегодняшний день мы уже перешли порог 700 собак пристроенных, и я считаю, что это огромный вклад. Я надеюсь, что эти пристроенные собаки действительно обрели хороший дом и хороших хозяев. Ну, сегодня я напомню, что можно не только забирать собаку, но и просто подойти, сфотографировать собаку, выложить к себе в Инстаграм или там в другую социальную сеть и тем самым дать шанс животному обрести себе хозяина. Ну или просто подойти, помочь чем-нибудь, потому что пункт, конечно, всегда нуждается в будках. Кстати, мы видим здесь новые будки. Вот расскажите о них, откуда они у вас появились. Это компания «Шишкин дом». Там супруги, это их семейный бизнес. Они строят дома, молодцы, очень огромная помощь для нас. Они решили сделать безотходное производство. То, что осталось от стройки, они пустили вот под такие замечательные, отличные будки для нас. Каждая будка – это же целый дом для собаки, поэтому это, конечно, огромный вклад. То есть любой желающий же, да? У нас же очень много строительных фирм. В принципе, любой желающий из отходных материалов может построить такие замечательные будки, тем самым помочь братьям нашим меньшим. Ну, а скажите, пожалуйста, вообще в целом сейчас какая схема отлов, потом далее что вот с собаками случается? Отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. Ну, сейчас уже наступают холода, естественно, это верная смерть. Выпуска не будет декабрь, январь и февраль, ну а там судя по погоде. Конечно, постараемся их продержать. Здесь у каждого есть будка, сено, то есть здесь им немножко попроще. Им не надо здесь добывать еду, лазить по помойкам, поэтому утром и вечером горячее питание теплое. Поэтому, надеемся, продержимся и эту зиму. Ну, а получается, тогда сегодня тоже могут подойти, и завтра, наверное, тоже работаете, да? Завтра мы тоже работаем целый день. Завтра уже обычный день, но выходные дни мы работаем до часу, но эти выходные мы будем работать до вечера. Ну вот как отмечают в пункте передержки, в основном сюда попадают, конечно же, собаки с хозяевами, да? Я вообще считаю, что каждая собака – это бывшая домашняя хозяйская собака. Не просто так они взялись на улице, и весь цикл этот понятен. Хозяйских собак тоже очень много попадает. Я, конечно, надеюсь, что сейчас внесены в КоАП по штрафным санкциям. Я надеюсь, что штрафы будут огромные, чтобы каждый хозяин задумался о том, перед тем, как выпустить собаку свою на самовыгул. И так как у нас население немного не понимает, что это не норма и это не есть хорошо, я ее отпустила, она гуляет сама. Надеюсь, штрафы это изменят вообще в корне. И нам немного станет работать полегче. И, надеюсь, немножко ситуация изменится. Я отмечу, что девизом сегодняшнего дня слова такие вот из сказки «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери о том, что мы все в ответе за тех, кого приручили. Так что давайте все сделаем доброе дело, подойдем, заберем собаку, и, конечно же, поменьше постараемся оставлять своих любимцев на улице. У меня на этом все. Сергей, передаю слово коллегам. Ульяна, спасибо. О дне открытых дверей в пункте передержки животных нам рассказала моя коллега Ульяна Шагина. Наши корреспонденты следят за развитием событий. Увидимся чуть позже.